Сегодня заканчивается интернет-опрос на тему, какими будут обновленные фонтаны на Стефановской площади. Вот какие проекты были представлены. Совсем скоро узнаем результаты. А вот интересно, какой проект нравится главному архитектору Сыктывкара. В нашей студии как раз Владимир Рунг. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Какой проект нравится вот лично вам? Ну, из предложенных вариантов мне больше по душе вариант с шаром гранитным. Объясню почему. Шар достаточно цельная форма, очень хорошо вписывается в классическую среду. Вот. Немаловажно, кстати, что сложнее его сломать. Вот. Поэтому мне кажется, что на этом месте достойнее всего бы выглядел именно фонтан с шаром. Мне, кстати, тоже импонирует эта версия. Но касаемо вот того, что некоторые люди считают, что довольно-таки однотипные какие-то проекты, хотелось бы что-то необычного, может быть, там что-то с медведем, например, как символ города. Вот что вы могли на это сказать? Ну, если, например, брать во внимание какие-то ультрасовременные фонтаны, да, то все-таки у нас среда там классическая, старая часть города, поэтому, наверное, такие варианты не подойдут, выбивались бы на самом деле из контекста, из окружения. Вот. Поэтому все-таки нужно рассматривать на этом месте классические варианты. То есть, чтобы было гармонично все. Конечно. А вообще, почему решили поменять облик фонтанов? И когда придет реконструкция? Почему решили поменять? Ну, если вы прогуливались в ближайшие дни, то фонтаны выглядят непрезентабельно, они слишком тусклые, скудненькие, вот, впечатления никакого не вызывают совершенно. Вот, поэтому, так как мы хотим в этом году благоустроить территорию за площадью, сквер, за площадью заменить освещение, скамейки, урны, все в классическом стиле, также пришла идея заменить фонтаны. Ну вот, что касается в целом теперь от благоустройства площади, да, поговорим о благоустройстве города. Понятно, что, наверное, большая часть зависит от администрации, но как вы считаете, насколько активны должны быть сами граждане в этом вопросе? Я считаю, что граждане обязательно должны участвовать в благоустройстве, принимать решения, высказывать свое мнение. Это нормальная сейчас общераспространенная практика. Это хорошо, потому что жить не только в этом городе, но и гражданам тоже. Некоторые, кстати, следят и за чистотой подъездов, и устраивают палисадники возле них. Вот что вы можете сказать таким жителям? Благодарность только высказать таким жителям. Это на самом деле правильное явление, когда граждане, кроме своих квартир, начинают уже понимать, что и дворовая территория, и подъезд, и город – это, в принципе, их. И за этим нужно следить все вместе. То есть, ну, на самом деле, мы живем в одном городе, и очень обидно, когда кто-то обустраивает, даже вот касаемо просто остановок даже. Красивые остановки, через день-два они уже разбиты, значит, что-то на них написано, мне кажется, это, конечно, тоже неправильно. Все зависит, в общем-то, от нас. Вот теперь к другому вопросу. Как, на ваш взгляд, изменился за последнее время, за последние несколько лет облик города? У нас появились вот высотки, там, допустим, цветные, разные. Что могли бы на этот счет сказать? Ну, он меняется, конечно, облик города по-разному. На самом деле есть хорошие примеры, есть не очень хорошие примеры, да, но в целом то, что он изменяется и развивается, это, я считаю, положительно. Вот, в любом случае нужно двигаться, развиваться и создавать какие-то новые пространства. Многие, кстати, приезжие отмечают, что Сыктывкар – это очень зеленый город. Вот вы считаете, может быть, еще нужно больше деревьев, зеленых насаждений? Достаточно зеленый, но не везде. Вот. Если брать старую часть города, сейчас у нас зелень начинает выходить, будет сразу заметно, да, что эта часть достаточно зеленая. Но если брать, например, улицу Морозова, Орбиту, там, конечно, зелени недостаточно и требует, естественно, определенных действий, чтобы озеленить территорию. Ну, мы об этом знаем и... То есть в планах что-то есть Конечно. в этом отношении, да? А какие вот, может быть, вот заключительный вопрос, какие архитектурные формы вам хотелось бы добавить в город, может быть? Вполне и такие формы там зданий могут быть, да? Главное, чтобы место и окружение подходило для этих зданий. Тогда все становится на свои места. Ну что ж, мы желаем, чтобы благодаря вам наш город в архитектурном плане и в целом выглядел красиво, интересно, современно. Желаем удачи в вашей работе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания.